И снова всем здравствуйте. Возникло желание все-таки записать видео с собственными размышлениями по поводу электромобилей. Итак, начнем с плюсов. Экологичность электромобилей. Спорное, конечно, утверждение, но действительно, там, где эксплуатируются, они не загрязняют атмосферу выхлопными газами. Но, на мой взгляд, еще немаловажное преимущество – это малый уровень шума, что очень актуально в мегаполисах. Из жирных плюсов – это динамика разгона. В отличие от классического ДВС, электродвигатель выдает максимальный крутящий момент практически чуть ли не с первых оборотов, что дает при наличии зацепа просто выдающийся прыжок с места без шума и пыли, что называется. Преимущество сомнительное, но тоже активно используется маркетологами, типа электромобиль имеет меньшие эксплуатационные затраты из-за того, что реже и меньше его надо обслуживать, нежели машину с ДВС. Четвертый плюс – это преференции для электротранспорта типа бесплатных парковок, нулевых или значительно более низких тарифов на растаможку, бесплатных зарядок и прочих плюшек от государства. А теперь начнем с очевидных минусов и закончим самыми неочевидными, но весьма значимыми. Высокая стоимость. Тут, думаю, объяснять не надо. Гораздо меньший запас хода, чем у авто с классическим ДВС. Это актуально, если вам приходится много ездить по городу в течение дня или, например, ужас для электровода – поездки на дальняк по трассе. Батареи, как правило, весят много и занимают приличное место. Хотя их и располагают под полом автомобиля, это не лучшим образом влияет на управляемость авто, особенно если это электроверсия в кузове изначально спроектированным под ДВС. Проблемы с зарядкой, а именно трудности с поиском и доступностью зарядных станций даже в самых развитых странах. Зарядка занимает, как правило, большое время, быстрая зарядка снижает ресурс батареи, несовместимость стандартов зарядок и их огромное количество. Если вы живете в квартире, а не в частном доме и не имеете паркинга, где можно подзарядить авто, например, ночью, экономическая целесообразность становится, мягко говоря, не очень. Плюс всегда существует вероятность поучаствовать в фаер-шоу без своего желания, так как при зарядке изношенные аккумуляторы разогреваются достаточно сильно. Жирный минус проявляется в холодное время года, так как для обогрева салона, а в некоторых моделях и для батареи расходуется заряд аккумулятора. Потому пробег будет гораздо меньше, чем в теплое время года. Также сам по себе аккумулятор в минусовую температуру имеет меньшую емкость, и влияние отрицательных температур при зарядке и разрядке не добавляет ему ресурса. Что касаемо срока службы, то в большинстве случаев обещают 10-12 лет, но в реальности он не превысит 5-7 лет максимум. По крайней мере, опыт эксплуатации литиевых батарей в разнообразной электронике показывает это. Причем батарея деградирует даже если вы ими не пользуетесь просто от времени. Сама батарея составляет львиную долю от стоимости автомобиля и, как правило, не ремонтируется, что бы там ни говорили всякие кулибины про замену отдельных ячеек. Не хочу углубляться в технические подробности, но если есть желание испытать удачу, то, конечно, можно ремонтировать. И также вопрос безопасности при, не дай бог, ДТП стоит не на последнем месте. Для интереса погуглите видео, что случается с полностью заряженной ячейкой батареи, если ее механически проткнуть. А теперь перейдем к самой мякотке. Минусы неочевидные, на которые мало кто обращает внимание. Хотя электромобиль при эксплуатации намного экологичнее, но почему-то никто не берет в расчет, насколько не экологичный процесс добычи лития, из которых сделаны практически все батареи. И не только в автомобилях. Но и само производство батарей далеко не ромашками пахнет. Еще большая головная боль, как и куда потом утилизировать негодные аккумуляторы, которые отходили ресурс, и это не меньшая экологическая проблема. Да, конечно, в развитых странах это не совсем проблема, так как производство и утилизацию можно разместить в странах третьего мира, а там, как говорится, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Но глобально для планеты и ее населения это не есть хорошо. Еще один экологический аспект, то что электроэнергия тоже львиной долей производится из ископаемых топлив, что так тоже не кисло загрязняет атмосферу, да и не только. Аспект чисто экономический. Чем больше будет электромобилей, тем сильнее будут расти цены на литий и, самое главное, на электричество. Некоторые европейские страны даже сейчас уже немножко посыпают голову пеплом в мыслях, а не расконсервировать ли назад ТЭЦ и АЭС, которые были выведены из эксплуатации именно по экологическим соображениям. Также сейчас на разницу в стоимости между авто на классическом ДВС и электромобилем можно не
несколько лет ездить спокойно, заправляя свое авто, не заморачиваясь со всякими типичными забавами электроводов, типа поиска зарядки или тошнением в потоке ради экономии. Подводя итог, да, за электромобилями, наверное, будущее, но на данный момент это будущее весьма сырое и туманное. Я бы себе не взял электромобиль из-за озвученных минусов, но, например, вариант гибридного авто рассмотрел бы, так как в нем этих недостатков значительно меньше, хотя и добавляются привычные недочеты ДВС. Ситуация с электромобилями кардинально изменится только, как сразу разработают аккумуляторы с высокими параметрами плотности заряда, низким весом и очень быстрой зарядкой. Ну а пока большинство еще долгое время будет чадить своими любимыми пердяще-свистящими двигателями внутреннего сгорания. Всем спасибо за просмотр, мира, добра и всего хорошего.